Спортивный зал «Карат» давно не видел таких горячих, поистине валидольных матчей. 9 сильнейших команд Якутии, более 2 десятков игр было сыграно на этом футбольном поле. А некоторые голы забивались буквально на последних секундах. Чемпионат республики по мини-футболу стал самым зрелищным и волнительным событием весны 2022 года для ленчан. Трибуны спортивного зала «Карат» взрывались то бурными аплодисментами и радостными криками, то возгласами разочарования. Но тем не менее ленскую сборную поддерживали земляки. А это хороший стимул для победы. Чемпионат Якутии по мини-футболу стал первым крупным спортивным мероприятием в Ленске со времен пандемии. Более 120 участников, 9 команд и толпы болельщиков. Помимо значимости самого соревнования, чемпионат стал отбором лучших команд на игры народов Республики Саха-Якутия. Эти соревнования еще уровень придают этим соревнованиям, что данные шестерка сильнейших команд данного чемпионата, они получат путевку на 8-е спортивные игры народов Якутии, которые летом пройдут в Барагонцах. Так что это отборочные квалификационные соревнования. И надо отметить, что такого уровня чемпионат по мини-футболу, именно по мини-футболу, да, проходит у нас в городе Ленске также впервые. На чемпионат Республики Саха-Якутия к нам приехала команда Мегино-Кангаласского улуса, Усть-Алданского улуса, городского округа Жатай, город Якутск, Северо-Восточный федеральный университет, команда Горного улуса, команда Хангаласского улуса, наши соседи Мирнинский район и хозяева Ленский район, наша команда. 9 марта торжественное открытие состоялось в спортивном зале «Карат», где проходили все матчи. Перед официальной церемонией уже сыграли команды Хангаласского улуса и городского округа Жатай. Разместились и обустроились все команды с комфортом. За каждой от спорткомитета был закреплен куратор. Некоторые команды разместились у нас на спортивных объектах, а в основном остальные, получается, уже все на месте с размещением сами у себя договаривались, кто в квартирах, кто в гостиницах. Но мы предусмотрели за каждой командой, чтобы был ответственный человек, который встречал, помогал, например, по городу, если есть какие-то вопросы, показать магазин, место питания. Питание у нас централизованное, проходит в столовой Яранга. Мы, получается, на сегодняшний день привезли весь судейский состав с города Якутска, это 3 человека, разместили их, питание на себя взяли, проезд. Первые лица района поприветствовали участников соревнования. Глава муниципалитета озвучил призовой фонд, который составил 600 тысяч рублей. Это 300 за первое, 200 за второе и 100 за третье места. Помимо этого предполагалось вручить денежные сертификаты от Комитета по физической культуре и спорту 5 лучшим игрокам в различных номинациях. А это отличный стимул для достижения высоких результатов. Ленский район рад приветствовать участников чемпионата республики по мини-футболу. Мы в последнее время соскучились по таким мероприятиям. Но все, что Ленский район когда-либо проходило всегда на очень достойном уровне. И я уверена, что сегодняшние соревнования не станут исключением. Итак, торжественная часть позади, а на поле 2 крепких орешка – сборные Ленского и Усть-Алданского районов. Как отметил организатор чемпионата, наша команда ежегодно приносит в копилку Ленского района награды, поэтому вера в них большая. Если по результатам нашей команды взять, в 2020 году мы чемпионат республику первую лигу выиграли. В том году мы стали серебряными призерами. Но от команды ждем только первого места, да, результата, чтобы им дома, например, стены помогли. Этот чемпионат все равно мы сделали для своего жителей, для своего района, получается, и в первую для нашей команды, чтобы они дома показали, на что они способны, порадовали, самое главное, своих близких и нас. Сборная Ленского района начала свою первую в этом чемпионате игру с жесткого плотного прессинга и уже в первом тайме забили 2 гола. Игра явно складывалась по сценарию хозяев поля. Сейчас во втором тайме команда соперника, конечно, проигрывает. Они сейчас немного взвинтят темп, попытаются поймать на ошибках. Соответственно, у нас команда тоже более опытная. Будем пытаться их ловить на контратаках сейчас. Немного будем мячом побольше двигаться, чтобы соперник немного уставал побыстрее. Ну и забивать, побеждать будет. Но, несмотря на цепкую хватку противников, соперники команды Усть-Алданского улуса рассчитывали взять реванш во втором тайме. Счет пока такой скользкий, пока еще неизвестно ничего.
Но ленчане не уступали мяч. И третий победный гол в ворота усть-алданской команды тоже забили хозяева поля. Буквально на последних секундах усть-алданцы принесли 1 очко своей команде, но результатов оно, конечно, не дало. Ленская сборная на протяжении всех игр активно обстреливает ворота команд противников. Практически все матчи хозяева поля ведут в счете. До финального свистка остаются считанные минуты. И счет 11-0 хангаласцы вряд ли уже сумеют сравнять. И во второй игре наша команда заметно превосходила соперника по классу. И в своих силах они не сомневались. Все хорошо, тренировки были отличные у нас, все готовы. Подготовка к играм была на высшем уровне. Самые сильные команды — это мы, конечно, с остальными. Посмотрим, как будет. Трибуны, на которых преобладали ленские болельщики, ликовали. Каждый пришел поддержать земляков. Мы болеем за Ленский район, за команду, за Огурцова Алексея, за Вадика Юшина, за всю команду. Ну вот как ваши впечатления от игры? Интересная игра, очень интересная. Желаю нашим победы. Пришел поболеть за нашу команду, поддержать. Как впечатления? Вообще офигенно, молодцы, прям шпарят. Классно. Так что это... Вечером придем еще болеть. Соперник ниже классом. Наша легкая победа. Физически сильнее готовы. Поэтому пусть берегут силы на более важные матчи. Тем временем остальные команды готовились к предстоящим играм. У кого-то за спиной уже сыграно пару матчей. В свободное время спортсмены наслаждались красотой и гостеприимством Ленска. Ребята готовились, вели определенную подготовку, поэтому надеемся отыграть хорошо. Много где играли, много в каких соревнованиях участвовали. Но Ленск, как всегда, принимает очень тепло, гостеприимно, поэтому всегда приятно приезжать. Каждая игра была напряжена и насыщена яркими моментами. Фавориты чемпионата обозначились в первый же день. Но были и открытия этих соревнований, приятно поразившие судейский состав. Особо поразила еще команда Горного Улуса, которая является открытием этого турнира. Приехали, ребята бились в каждой игре до последнего. Никто не ожидал. То, что ленская сборная выйдет вперед, сомнений ни у кого не вызывало. Самым горячим матчем стал финальный. Первый тайм прошел в жесткой атаке с обоих сторон, но на табло счет остался 0-0. Очень сильно болею. Как не болеть-то? Наш город, наш Ленский район, надо выигрывать, побеждать. Ну, молодцы, пацаны, что? Тяжеловато, конечно. Но в остальном вообще прекрасно, молодцы. Нужен гол. Будет гол, будет победа. Думаю, мы победим. Должны. По-другому никак. Ну вот эта вот игра еще, первый тайм прошел, ни одного гола не забили. Как думаешь? Во втором наверстают обязательно. Мы в них верим. Только победа, только вперед. Конечно, поддерживаем. Всей семьей поддерживаем. Приехали вот и с детьми, и с мужем поддержать наших игроков. Очень сильно переживаем. Я тут даже кричу громче всех. Болеем, переживаем. Удачи желаете им во втором тайме? Обязательно. Удачи и только победу. Ленску желаем. Во время перерыва команды продумывали тактику следующего тайма. И счет такой 0-0, пока еще неизвестно. Но будем играть, надо забивать, побеждать. Устали уже игроки, наверное? Конечно, уже какую неделю уже играем, 5 дней уже играем. Несколько раз команды брали минутный перерыв, чтобы выдохнуть и обсудить дальнейший план действий. Напряжение витало прямо в воздухе. Счет открыла команда Усть-Алданского района, а после 2 голов в наши ворота давление со стороны болельщиков усилилось. Степень ответственности у ленских футболистов возросла. Финальная игра, пожалуй, самая напряженная. На поле 2 сильнейшие команды Ленского и Усть-Алданского района. Первых 2 гола забили команда гостей, после чего хозяева поля решили взять реванш и практически один за другим забили 3 гола. Авторами голов стали Владимир Потапов, капитан команды Вадим Юшинов, и победный 3-й гол забил Олег Кислица. Усть-Алданцам не помогло и то, что они сняли вратаря перед окончанием матча. Игра была напряженная, соперник очень сильный, отдаем ему должное. Второй раз обыграли их, наверное, это говорит все-таки о нашем превосходстве, о нашем классе. Поздравляю
всех ленских болельщиков с победой. Вроде играешь и дома, да, домашние стены очень сильно помогают, но и, соответственно, и давит, потому что большая ответственность ложится на команду. Некоторые игроки, у них здесь семьи, жены, дети, да, родители, и на них тоже это большая ответственность, и немного их давит. Но ребята молодцы, они справились с эмоциями, с давлением и стали победителями. Капитан ленской сборной Вадим Юшинов был признан лучшим игроком. Его имя постоянно выкрикивали болельщики. Он без всякой робости выходил на уже нервничающих усть-алданцев, обрушая всю мощь своих атак на ворота неуступчивых соперников. Конечно, радостно, положительно все. Чемпионат домашний, родные стены помогли, болельщики помогли. Думаю, на высоком уровне провели чемпионат республики в Ленске. Только положительные эмоции. Подготовка проходила как в обычном темпе, тренировки у нас были ежемесячно. У нас, как, к сожалению, из-за пандемии, да, некоторое время залы были закрыты, но все равно ребята, кто как мог дома там, и так далее, физические кондиции свои поддерживали, там, всякими упражнениями, там, физкультурой. Но когда нам уже дали возможность заниматься в залах, ну и команда, как в своем обычном, вышли на тренировки, каждый день тренировки, тренировались, готовились, оттачивали какие-то там комбинации, которые сегодня команда в течение турнира показывала. Впереди игры народов, и надо снова готовиться, чтобы не потерять позицию фаворитов. Ребята немного травмы залечат, болячки полечат, отдохнут немного, дома с семьей побудут, потому что они много времени проводили в зале, тренировках, и работа сразу потом на тренировку, то есть мало времени дома. Дома посидят с детьми и так далее, отдохнут, и потом все, выходим через где-то недельки, может через 2, выйдем, уже будем готовиться к играм народов Якутии. Болельщики от этой игры на грани были в восторге. Интересные комбинации, продуманные тактические схемы, неожиданные решения, гонка бомбардиров. Наша команда забивала, уступала, пропускала голы, экстренно уходила от поражений, заставляла поволноваться земляков, но свой авторитет не уронила и отвоевала победу у грозного соперника. Спасибо организаторам, что организовалась игра. Это все-таки выходной, воскресенье, и нам честь выпала прийти поболеть за нашу команду. Команда замечательная, эмоций очень много. Большое спасибо. Рады за наших? Конечно, безусловно, поздравляем нашу команду, они большие молодцы. Сказать, что напряженно, это вообще ничего, по-моему, не сказать. Игра была очень сильная, насыщенная игра была. Два очень серьезных соперника встретились сегодня на этой площадке. И это было видно по игре. Те, ну как бы сказать, недочеты, которые были в первом периоде, я думаю, что сумела собраться наша команда, сумела сорганизоваться, маленько перестроили свою игру и пришли поэтому к победе. Владимир Шардаков наблюдал за матчами всех команд во время чемпионата. Вообще весь турнир прошел очень насыщенно. И мы помним, когда на последних секундах добивали голы, то это говорит о том, что в принципе все 9 команд достойны уважения. И те, кто сегодня возглавляет эти команды, те, кто тренирует сегодня команды, это люди профессиональные, видно по игре всех команд. Я бы хотел пожелать всем спортсменам и занявшим призовые места, и участникам, те, которые, как говорится, остались на краю, то я бы хотел пожелать им дальнейших успехов, удачи в спорте, ну и всего самого наилучшего. И всем спасибо, кто приехал сегодня на нашу Ленскую землю принять участие в этом чемпионате. Спасибо организаторам, спасибо членам команды, спасибо тренерскому составу. А Владимиру Шардакову есть с чем сравнить. Он 15 лет назад был одним из организаторов соревнований по футзалу на Кубок мира и смело может оценивать уровень нынешнего чемпионата. В то время действительно это было очень большое серьезное мероприятие. Оно проходило в 4 городах, потому что было 4 зоны. Это Якутск, Нерюнгри, Ленск и Мирно. В Мирно проходили финальные игры, уже финал проходил в Мирном. Но это было очень здорово, потому что нас принимали все зарубежные команды. Сегодняшний накал, значит, чемпионата ничем не уступает тому накалу, который проходил здесь вот 15 лет назад, почти 15 лет назад, в 2007 году, когда проходил чемпионат мира по футзалу. Итак, победный Олимп возглавила Ленская сборная, 2 место усть-алданцы, а 3 команда Северо-Восточного федерального университета. Денежные сертификаты в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей были приятным бонусом. Денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Ну, это впервые в чемпионате республики такое.
сказать, огромная благодарность, да, организаторам, футбольному союзу. Вообще, как бы мы давно соревнуемся, много таких чемпионатов было, но именно вот проведение в Ленском районе с таким призовым фондом – это уровень. Второе место получать всегда обиднее даже третьего, но усть-алданцы обещали взять реванш на играх народов республики летом. Довольствовались только вторым местом, хотели первое место занять, но так получилось. Ну, летом как бы ожидаем реванш, будем готовиться. Родные стены тоже нам помогут, надеюсь. Должны помочь. Помимо этого, кубки и денежные сертификаты в размере 20 тысяч рублей получили лучшие футболисты. Лучшим игроком признан Вадим Юшинов, капитан ленской сборной. Лучшим нападающим Вячеслав Ярославцев из Миринского района. Лучшим защитником Юлустан Пестеряков, усть-алданская сборная. Лучшим вратарем назван Василий Лыткин из Усть-Алдана. А лучшим бомбардиром Владимир Потапов, который забил 14 голов в этом чемпионате. Ну, в целом все прошло на высоком организационном уровне, за что хочется выразить благодарность Ленскому району, спорткомитету Ленского района. Команды, 9 команд приехало. В принципе, уровень команд примерно одинаковый, что подтверждается напряженными матчами. Практически во всех матчах игра шла до последней секунды. Также было разыграно 6 путевок на игры народов республики, которые пройдут в Барагонцах в июле. Туда поедут сборные Ленского, Усть-Алданского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского районов, города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Ну а мы пожелаем всем удачи, но болеть и держать кулачки будем, конечно, за ленскую сборную. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.